прямом эфире телеканала «Грозный» программа «Новости». В студии Луиза Хатуева и коротко о главных событиях к этому часу. Школа в Гудермесе, педагогическая конференция и бассейн в ЧГУ. Сейчас будем плавать, еще плавать. Министр образования России Дмитрий Ливанов посетил республику. Безобидный костер как причина трагедии. Присматриваюсь за детьми, и когда они сжигают мусор, он был под контролем. Пожарная служба проводит профилактику возгораний и учит правилам безопасности. Город 100 мечетей. Жители Октябрьского района ждут открытия новой святыни. Утреннюю молитву глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершил в Высокогорье. В мечети Биное на фаджр-молитву пришли и хафизы из местной религиозной школы. Завершая пребывание в мечети, собравшиеся обратились с мольбой к Всевышнему и совершили обряды тасбих и вирд. Накануне в Грозный прибыл министр образования и науки России Дмитрий Ливанов. Первой точкой посещения в ходе рабочей поездки стал Ножеюртовский район. Вместе с Рамзаном Кадыровым он побывал в селении Биной, где ему представилась возможность лично оценить природу Высокогорья. Здесь же федеральному чиновнику рассказали об уровне образования в регионе и о тех успехах, которых удалось достичь в этой сфере за последние несколько лет. Подробности в следующем сюжете. Рад видеть. Как друзья? Отлично. Я говорю, да, надо привести его в Биной. Он красоту земного. Большая честь. Это первая за 2 года рабочая поездка Дмитрия Ливанова в Чечню. В последний раз он был в регионе в 2014-м. Эта официальная поездка министра образования и науки России началась с дружеской беседы на территории этнографического музея Щерабена, национальная кухня и народные мотивы. Здесь в неформальной обстановке Рамзану Кадырову и федеральному министру удалось обсудить те успехи, которые были достигнуты в сфере образования в последние годы. После сытного ужина глава Чечни провел для гостей экскурсию по домам, обставленным в традиционном национальном стиле. У нас большинство чеченцев жизнь летняя, осенняя, летняя, проходила под навесом. Печку там делали, и там у нас готовили, там все делали, там ночью только доходили спать. А так все время доходили. На свежем воздухе. Да, на свежем воздухе. Дмитрий Ливанов стал уже вторым федеральным министром, посетившим Чечню на этой неделе. С первого взгляда не каждый узнает в нем министра образования и науки России. Вместо официального костюма – спортивная форма. Второй день его рабочей поездки начался с экскурсии по живописнейшим уголкам Биноя. В качестве гида выступил сам глава Чечни. Первой точкой должен был стать известный в народе Биноевский водопад, обладающий целебными свойствами. Однако путь до него пролегает через скалистое ущелье, поэтому каждому участнику этой экскурсии пришлось продемонстрировать не только физическую подготовку, но и силу воли. Добравшись до места, глава Чечни рассказал федеральному министру об уникальной местной природе. Затем Рамзан Кадыров, как один из самых ярых сторонников здорового образа жизни, окунулся в воду, предложив гостю также на себе проверить известные в народе оздоровительные свойства местной воды. Последней точкой утренней экскурсии стали Биноевские горы, где с 20 по 21 августа уже во второй раз состоится фестиваль «Биноевская весна». Здесь глава Чечни рассказал гостю не только о предстоящем событии, но и обо всех тонкостях некоторых конкурсов фестиваля. А мы оттуда туда спустились, мы в ущелье, а потом оттуда поднялись. И вот по этому хребту полностью поднялись, и вон туда пошли, где это флаги. Оттуда и туда опять спустились. Ну, это, конечно, да, серьезно. 30 километров, да? Да, 30 километров. После утренней экскурсии на природе министр образования Дмитрий Ливанов отправился в Грозный, чтобы принять участие в ряде намеченных встреч. Седа Сабарова, Зелим Закаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.
Новая школа распахнула свои двери в Гудермесе. Она снизит нагрузку на другие образовательные учреждения, которые были вынуждены работать в 3 смены. Уже известно, что 1 сентября за новые парты сядут около 400 школьников. На официальную церемонию открытия образовательного центра прибыл и министр образования России Дмитрий Ливанов. Наш корреспондент подробнее. Перед тем, как посетить новый центр образования, гости решили проверить 8-ю школу Гудермеса. Это одно из учебных заведений, для разгрузки которого и был построен центр. Для гостей провели экскурсию по школьным кабинетам. Федеральный министр пообщался с руководством и учителями школы, обсудил проблемные вопросы. Сколько в классе у вас? Накопляемость 26-28, посадочных только 24. Приходилось приспосабливаться, подставлять стулья третьих партам и заниматься в третьей. Ну вот очень тесные условия, и даже гардеробную мы под класс переоборудовали, вешалки вынесли в кабинеты. Дмитрий Ливанов отметил, что условия в школе довольно стесненные, и обещал, что в ближайшее время школа окончательно переедет в новое здание. Далее делегаты отправляются на открытие современной школы. В гудермесском поселке Дружба заработал центр образования. Гостей по традиции встречают лезгинкой. Трехэтажная школа со всеми удобствами построена в рамках реализации государственной программы развития Северокавказского округа на период до 2025 года. Министр образования России Дмитрий Ливанов подчеркнул, что объект соответствует всем необходимым требованиям образовательного процесса, а также отметил усилия, прилагаемые руководством региона для повышения качества образования. Уважаемый Рамзан Ахматович, дорогие друзья, сегодня очень важное событие в жизни всех, без исключения жителей Гудермеса, открытие этой новой школы, этого центра образования на 600 мест. Это то, что делает республика, руководство республики для того, чтобы создать современные, комфортные условия для обучения каждого ребенка, каждого школьника. Эта школа очень серьезно разгрузит те школы, которые уже работают в Гудермесе, но все еще предстоит сделать очень многое и в этом городе, и в других районах Чеченской Республики. Нам предстоит в течение нескольких лет построить десятки новых школ в Чеченской Республике для того, чтобы вначале ликвидировать трехсменное обучение, а потом и заняться проблемой перехода всех школ обучения в одну смену. Мы считаем, что стандарты образования в Чеченской Республике, на Северном Кавказе в целом должны быть не хуже, чем в среднем по Российской Федерации. Это значит, что именно здесь будет сделан основной акцент, основной упор на решение задачи создания новых мест в школах, строительства новых прекрасных школ, таких как эта. А сегодня я хочу всех поздравить с этим замечательным праздником, с приближающимся Днем знаний 1 сентября и с новосельем всех учеников и учителей Центра образования города Гудермеса. Образовательные учреждения начали строить в 2015 году. До сих пор дети из этого района учились в здании, переоборудованном под школу. В соседних школах занятия проходили в 3 смены. По словам Кадырова, сегодняшнее открытие облегчит работу преподавателей и учебу детей. Я с огромным удовольствием принимаю участие в мероприятиях по открытию школ, детских садов, стадионов и спортивных залов, потому что это очень позитивный процесс, направленный на образование и воспитание подрастающего поколения. В Гудермесе 12 действующих школ. Сегодня мы создаем еще одну. Она построена в рамках госпрограммы развития Северокавказского округа на период до 2025 года и рассчитана на 600 ученических мест. Здесь созданы все условия для учебы, творчества, занятий спортом и комфортной работы педагогов. Наш первый президент, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, подчеркивал, что образование является фундаментом будущего нации и республики. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию сферы образования. Так мы поэтапно решаем проблему обучения. Например, до сих пор в Гудермесе 919 учащихся занимались в 3-ю смену. С вводом новой школы их количество сократится на 214 детей. Это хороший результат. Я поздравляю всех с открытием школы, желаю педагогам, ученикам и их родителям успешного учебного года. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в свою очередь отметил успехи республики в улучшении качества образования. Действительно, сегодня праздник для всех, и я со своей стороны тоже хочу с этим праздником поздравить. Действительно, очень многое делается в Чеченской Республике на благо развития школьного образования, на благо развития высших учебных заведений. Объективно проходит
государственная итоговая аттестация, и мы видим, что каждый год улучшается качество образования, улучшаются условия обучения. С наступающим праздником 1 сентября! Удачи, успехов! Перерезав красную ленту, гости осматривают новый центр образования. Трехэтажное здание, помимо основного корпуса, включает в себя еще один, в котором расположены спортивный и актовый зал и столовая. Помимо этого, в школе имеется 2 компьютерных класса. В этом образовании в каждом кабинете вот интерактивная доска, МФУ, это почти, и сканер, и комбайн. Доступ практически для современного уровня, да, исключительно рабочее место, так что любая школа даже может найти. Сами преподаватели отмечают, что теперь работа в такой школе будет в удовольствие. Новое учебное заведение уже пригласило на работу специалистов из республики и других регионов страны. Я хочу сказать большое спасибо нашему правительству, нашему руководителю, который уделяет огромное внимание образованию. И хорошо, что понимает, что без образованных людей возродить и построить новое цивилизованное чеченское общество невозможно. Это прекрасно. Это не всегда и не везде. Я очень рада, что я живу в этой республике с таким руководителем. Школа рассчитана на 600 мест с возможностью расширения. 1 сентября за новые парты сядут ученики только 9 классов. Сюда перейдут более 400 детей из соседней 8 школы и еще часть детей из 7. Образовательный процесс здесь будет длиться до 6 часов. Для удобства учеников и преподавателей в столовой школы предусмотрено бесплатное двухразовое питание. Много сделано государством для создания условий комфортных для обучения и развития наших детей. Благодаря Рамзану Ахматовичу сделано все на высоком уровне. Строительство тоже шло очень хорошо. Уже 1 сентября школа примет своих первых учеников, а сами школьники с нетерпением ждут начала учебного года, чтобы поскорее сесть за новые парты и разделить радость со своими одноклассниками. Магомед Ламаркаев, Мансур Сааев и Джамлаил Хажалиев. Новости. В правительстве прошла большая видеоконференция с участием заместителя председателя правительства Ольги Голодец и представителей региональных правительств. Здесь обсуждались проблемы, касающиеся развития сферы образования, здравоохранения и экономики. В числе первых поднимается вопрос о подведении итогов ЕГЭ 2016. Чеченский премьер Абубакар Эдильгириев рассказал о работе, проводимой в республике по развитию системы образования. В Чеченской Республике ведется большая работа по модернизации системы общего образования, улучшению материально-технической базы школ, повышению качества образования. Одной из главных задач являлось обеспечение объективности при проведении ЕГЭ, и нам удалось ее решить. Все пункты государственной итоговой аттестации оснащены системой видеонаблюдения. Это позволило сделать процесс сдачи экзаменов максимально прозрачным. В республике реализован проект «Я сдам ЕГЭ». Количество выпускников, успешно сдавших экзамены, выросло 3 раза. В этом году получили мы 100% балл у одной ученицы. Это для нас очень большая радость. Также выросло общее количество выпускников, набравших больше 81 балла. Роль ЕГЭ в выявлении недочетов в сфере образования отметил в своем докладе министр образования России Дмитрий Ливанов, а руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов рассказал о подготовке к проведению ЕГЭ в 2017 году и про новые технологии, которые в скором времени могут быть введены. Обсудили здесь и вопросы демографии. Министр здравоохранения страны Вероника Скворцова привела полную статистику смертности и рождаемости по всей стране. В ходе видеоконференции говорили и о задолженностях за жилищно-коммунальные услуги как у предприятий, так и у частных лиц. Также глава республики и столичные гости приняли участие в ежегодной августовской конференции педагогов. Говорили о нынешнем состоянии системы образования, итогах ЕГЭ этого года и поддержке учителей. В Грозненскую математическую школу отправилась и Ясмина Гацаева. Открыл республиканскую августовскую конференцию глава Чечни. В своем докладе Рамзан Кадыров отметил, что в регионе сделано многое для повышения качества образования, однако предстоит сделать еще больше. В частности, речь идет о необходимости строительства новых школ. Этот вопрос остается приоритетным, несмотря на то, что ежегодно свои двери открывает десятки новых учебных учреждений.
Благодаря реализации курса нашего первого президента героя России Ахмата Хаджи Кадырова в системе образования республики в последние годы происходят позитивные изменения. Мы целенаправленно повышаем качество образования, строим новые современные школы. Так, при поддержке федерального центра за последние 3 года в рамках программы развития Северо-Кавказского федерального округа на 2014-2020 годы построено и введено в эксплуатацию 27 образовательных школ. Ведется строительство еще 4 школ. Также за счет регионального общественного фонда имени героя России Ахмата Хаджи Кадырова в 2015 году сданы 3 общеобразовательных учреждения. Кроме того, в рамках госпрограммы развития образования в Грозном будет построена школа на 1224 мест. Идет реализация и других проектов. Отдельно хочу сказать о результатах итоговой аттестации выпускников. Их удалось улучшить благодаря реализации проекта «Я сдам ЕГЭ». При активном содействии Рособорнадзора России. Уверен, что работники сферы образования снова покажут слаженную работу в целях повышения уровня образовательных услуг. Дмитрий Викторович, я благодарю вас за внимание и помощь по всем актуальным вопросам. Это помогает нам динамично продолжать процесс модернизации системы образования республики. Одно остается неизменным. Школа держится на мастерстве и терпении учителя, на его любви к ученикам. Я желаю всем педагогам больших успехов в работе. Здесь же отметили высокую организацию единого государственного экзамена. Как подчеркнул Дмитрий Ливанов, в Чечне с самого начала отнеслись к проведению ЕГЭ со всей серьезностью, что позволило улучшить ситуацию в образовательной сфере региона. Также министр образования и науки России говорил о планах на будущее. Так, по его словам, в разработке много проектов, которые в ближайшее время будут вынесены на общественное обсуждение. Это и введение системы учительского роста и стандарт работы коррекционных школ. Нам нельзя оставлять эти категории детей за периметром внимания системы образования. Наоборот, нужно сконцентрировать наше с вами внимание на развитии каждого из детей с особыми образовательными потребностями. Эти новые стандарты как раз фиксируют те новые требования к условиям обучения, которые должны быть обеспечены для каждого ребенка. Следующее важное поручение, которое было дано президентом по итогам Госсовета, касается продолжения работы по контролю за проведением единого государственного экзамена. Эта работа продолжается во всех без исключения регионах. Уже 3-й год единый экзамен проходит максимально объективно. Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в организации проведения единого государственного экзамена в Чеченской Республике за очень хорошо организованную, слаженную работу. В преддверии 1 сентября, Дня знаний, праздника, который значим для всех поколений россиян, разрешите вас от всего сердца поздравить с наступающим новым учебным годом. Выступил и председатель Союза российской молодежи Павел Краснорусский. Он также поблагодарил главу Чечни за его позицию в отношении организации единого госэкзамена. Честность и прозрачность – 2 принципа, по которым тестируют учеников в Чечне. Это признали и общественные наблюдатели из других регионов страны. По Чеченской Республике нами было подготовлено около 100 студентов из ведущих университетов Чеченской Республики, которые прошли 2 обучающих семинара. Помимо того, что сюда приезжали студенты из других субъектов, чеченские студенты, которые здесь были подготовлены, вместе с ними, так называемые региональные общественные наблюдатели, также принимали участие в мониторинге сдачи единого госэкзамена. Арзаман Ахматович, хочу выразить вам огромные слова благодарности за то внимание, которое вы уделяете единому государственному экзамену, внимание тем нашим федеральным общественным наблюдателям, которые приехали из Ростовской области в Чеченскую Республику, за те комфортные условия, которые были созданы. Я надеюсь, что такая же работа и мы на следующий год продолжим. Здесь же ведомственными наградами от Министерства образования и науки Российской Федерации были отмечены отличившиеся учителя. 14 педагогов из разных школ республики получили звание почетных работников общего образования. А главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание «Почетный работник молодежной политики Российской Федерации». За значительный вклад в дело воспитания молодежи, большие успехи в сфере реализации государственной молодежной политики присвоит почетное звание «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации» Кадырову Рамзану Ахматовичу. В конце встречи, отвечая на вопросы журналистов, Ливанов заявил, что учащиеся во всех субъектах страны должны быть обеспечены полным комплектом учебников. В случае, если родителям предложат их покупать, федеральный министр призывает обращаться в соответствующие органы.
Законом Российской Федерации об образовании предусмотрена обязанность государства обеспечивать для каждого школьника полный комплект учебников на весь период обучения ребенка в школе. Эта обязанность должна выполняться, безусловно, в каждом субъекте Российской Федерации, в каждой школе, в отношении каждого школьника. Дети должны получать учебники бесплатно. Если родители сталкиваются с требованиями оплатить учебники, это не соответствует закону, это противозаконно. В этом случае нужно обращаться в Рособорнадзор, либо на горячую линию Министерства образования и науки. Мы здесь наведем порядок. Несмотря на все усилия региональных властей, проблема двух сменок в Чечне все еще присутствует. Окончательно вопрос может решить реализация федеральной программы по строительству и реконструкции учебных заведений. Она рассчитана на 10 лет. Ясмина Гацаева, Адам Чекуев, Дани Хаухаров при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Хорошая новость для студентов и любителей активного отдыха. В Чеченском государственном университете открылся еще один бассейн. Он соответствует всем современным требованиям. Строительство велось по программе партии «Единая Россия». Теперь ЧГУ – единственный университет в стране, в котором функционирует 2 бассейна. На церемонию открытия прибыли и официальные лица. К открытию здесь уже все готово. Второй по счету бассейн при ЧГУ, построенный в рамках программы «Единая Россия», появился на территории строящегося студенческого городка. Бассейн длиной в 25 метров насчитывает 8 дорожек. Его максимальная глубина почти 2 метра. Соответствует олимпийскому стандарту и позволит проводить здесь даже международные соревнования. Поздравить студентов и руководство с открытием нового спортивного объекта приехал Рамзан Кадыров, он же почетный профессор вуза, вместе с министром образования и науки России Дмитрием Ливановым. Я с гордостью хочу отметить, что Чеченский госуниверситет – единственный вуз в Российской Федерации, который имеет 2 бассейна. Я надеюсь, и во многим другим направлениям тоже мы будем единственными. Рамзан Ахмадович, это исключительно ваша заслуга от имени коллектива Чеченского госуниверситета и от имени студентов Чеченского госуниверситета. Хотим вас поблагодарить за постоянную помощь, за вклад и поддержку, которую вы всегда оказываете Чеченскому госуниверситету. И мы рады, и мы гордимся, что у нас есть такой почетный профессор, как вы, Рамзан Ахматович. Уважаемый Дмитрий Викторович, мы вас благодарим за понимание, за терпимость, за поддержку. Надеемся, такие же высоты мы будем достигать и на качестве образования, и в научном плане. Я что могу добавить? Будем плавать, но... Раньше говорили учиться, еще учиться, сейчас будем плавать, еще плавать. Да здравствует ЧГУ с 2 бассейнами. Да, если серьезно сказать, у нас качество образования намного в разы улучшилось в последние годы. И самое, что радует нас, что наши, так скажем, выпускники не стараются выезжать за пределы Чеченской Республики, они больше стараются поступать в первую очередь в ЧГУ и получать дома образование. И родители говорят, что нас намного безопаснее, намного спокойнее бывает, когда его ребенок учится у себя дома и получает достойное образование. Это большой успех, это нас очень радует. Поэтому есть у нас и проблемы в ЧГУ, не только нам нужны бассейны. И мы сегодня, Дмитрий Викторович, вам озвучили наши проблемы. И мы, так скажем, привели вас сюда, пригласили, чтобы вы не поплавали, а на самом деле реально помогали нашему университету. И вы помогаете нам, мы это чувствуем, поддержку. Меня попросили студенты, мне писали в директ, они в соцсетях, говорят, едет министр образования и науки Российской Федерации, попросили, чтобы нашему вузу он уделял особое внимание. Я от всех нас, как почетный профессор, прошу вас, чтобы вы уделяли пристальное внимание нашему вузу. Спасибо вам большое. Дмитрий Ливанов в своем выступлении отметил, качество образования в стране улучшается из года в год, а строительство новых спортивных объектов при учебных заведениях также приносит свои результаты. Дорогие студенты и преподаватели Чеченского государственного университета, сегодня очень важное в жизни вашего университета событие. Открывается прекрасный бассейн. Дело здесь не только в том, что это 2-й бассейн в Чеченском государственном университете. Дело еще и в том, что это часть
того студенческого кампуса, который будет создан здесь, на этой площадке. И спорт в жизни любого университета, в жизни любого студента – это очень важная часть, которая нужна и для укрепления здоровья, часть, которая нужна для воспитания, часть, которая нужна для физического развития. Я думаю, что этот бассейн, он самый современный, он оснащен всем необходимым. Здесь есть и спортивные залы, будет многие-многие годы служить студентам и преподавателям ЧГУ. Рамзан Ахватович, вам большое спасибо как руководителю республики за заботу о системе образования, в том числе и высшего образования, потому что без вашей поддержки, без софинансирования из республиканского бюджета этот проект не мог бы состояться. Еще раз всех с этим очень важным, значимым событием, с праздником, дорогие друзья. После церемонии открытия глава республики и министр образования осмотрели спортивно-оздоровительный комплекс, где помимо бассейна есть еще и тренажерный зал. Заниматься в новом комплексе смогут не только студенты и сотрудники университета, но и все желающие. Единственное условие – медицинский осмотр, пройти который можно здесь же. Кроме того, здесь предусмотрят необходимый инвентарь. Я очень рад, что открыли новый плавательный бассейн. Он уже второй по счету у нас. Также хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в данном мероприятии. Теперь будем после учебы приходить отдыхать, купаться. Для нас это, безусловно, подарок и присутствие главы Чеченской Республики и министра образования России на церемонии открытия. И мы, как студенты, обязуемся не дать всему этому стоять без дела. И, как сказал Рамзан Ахматович на церемонии открытия, будем плавать. Новый спортобъект оснащен современной системой очистки воды, установлены стартовые тумбы. Температура воды поддерживается на постоянном уровне. Первые посетители здесь смогут поплавать уже через неделю. Лариса Джабраилова, Мансур Сааев и Алаш Издамиров. Новости. Более 300 тысяч пожаров происходит в стране ежегодно. В большинстве случаев виной тому неосторожность самих людей. Однако наиболее пожароопасный сезон летний, поэтому в республике в круглосуточном режиме работает диспетчерская служба. За возникновением пламени следят даже с помощью спутника. О профилактике пожаров расскажет Розана Цамаева. Вот на этом участке и произошел пожар. Местный житель разжег костер и ушел по своим делам. Огонь разгорелся и перекинулся на соседние участки с сухой травой. Только по счастливой случайности такая оплошность не привела к серьезным последствиям. Рядом жилые дома. Соседи успели вызвать пожарных. Составлен протокол, и виновник будет привлечен к административной ответственности. Хотелось бы сказать жителям района, жителям республики, когда они сжигают мусор, он был под контролем. По словам специалистов, большинство пожаров возникает по вине человека. Причиной могут послужить непотушенные окурки, тлеющие костры, искры из выхлопных труб. Наибольшую опасность представляют леса. Сухие листья, трава, ветки, кустарники и деревья в жаркую сухую погоду могут разгореться с огромной силой. Наши климатические условия, 99% всех возгораний – это человеческий фактор. Когда поджигая что-то, мы должны знать, что мы вредим не только организму, то, что находится в траве, там муравьи, там все это, но мы также наносим вред человеку. У нас есть и больные люди. Загрязняя окружающий воздух, автоматически мы им делаем осложнение, наоборот, здоровья. С момента открытия пожароопасного сезона в республике в круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба. За ситуацией с пожарами следят через специальную программу с помощью спутника. Космический корабль делает 6 витков вокруг Земли и корректирует каждую термоточку. Каждая термоточка, она фиксируется. Не в зависимости в лесном фонде или на прилегающей территории. А там показывается населенный пункт, расстояние от населенного пункта, размер термоточки. Кроме этого, у нас есть еще наземное патрулирование. Так что все термоточки, они контролируются. Некоторых граждан не останавливает и тот факт, что сжигание бытового мусора и сухой травы влечет административную ответственность. Между тем, в жаркий период, когда в ряде районов Чечни вводится особый противопожарный режим, суммы штрафов возрастают вдвое. С начала текущего года на территории Чеченской Республики произошло 219 пожаров. Погиб 1 человек, травмирован 28. При этих 219 пожарах у нас зарегистрировано 215 загораний.
При этих загораниях возбуждено 75 административных дел, при которых привлечено 75 лиц к административной ответственности на общую сумму 85 тысяч рублей. Ежегодно в России регистрируется около 300 тысяч пожаров. Каждый год в огне погибает около 20 тысяч человек. В этой печальной статистике Чеченская Республика занимает самую малую часть. Но это, пожалуй, больше заслуга экстренных служб, нежели чувство ответственности жителей, поскольку грубые нарушения правил пожарной безопасности на бытовом уровне по-прежнему встречаются довольно часто. Разана Цамаева, Амина Магомадова, Булат Баканаев, Муслим Ципаев и Алаш Аздамиров. Новости. Грозный готовится к международной исламской конференции, в которой примут участие авторитетные ученые и богословы из разных стран мира. Один из них – Али Джифри. Начиная с 10-летнего возраста, Джифри обучался религии у выдающихся преподавателей. Он получил особое право на обучение исламской науке и джаза у сотен ученых. С 1993 года Али Джифри читает лекции в ведущих университетах мира. Также в республику приедет не менее известный ученый из Йемена шейх Сайф Али Аль-Асри. Он является доктором шариатских наук и специалистом в науке фикх. В настоящее время богослов проводит лекции и преподает в Чеченской Республике. Напомню, исламский форум в Грозном начнется 26 августа и продлится 2 дня. В Октябрьском районе Грозного ведется строительство новой мечети. Здесь смогут молиться около 800 человек. До сих пор верующим приходилось собираться в ветхом помещении. Сдать объект планируется уже в конце этого месяца. Все затраты взял на себя региональный общественный фонд имени первого президента. Юсуп Каимов продолжит. Раньше на месте этого новостроя была старая маленькая мечеть, которая, к сожалению, не вмещала в себя всех верующих. Более того, скосившийся купол, трещины в стенах представляли собой серьезную опасность. Местные жители признаются, молиться в старую мечеть заходили с опаской. Даже непрофессиональным взглядом было видно, что здание находится в аварийном состоянии. Первую мечеть еще в 90-е годы возвели на народные средства. Но теперь финансовую часть вопроса взял на себя Республиканский общественный фонд имени первого президента. А непосредственный контроль над строительством ведет мэрия Грозного. Муслим Хучиев приехал сюда с инспекцией, поручил поскорее заняться благоустройством прилегающей территории. Чтобы уложиться в сроки, рабочая бригада намерена трудиться в несколько смен. 25-го до 23 завершить срок на 800 между. Пока идет строительство, верующим приходится совершать пятничную молитву в других городских мечетях. Это доставляет неудобства местным жителям. Уже в этом месяце с минарета новой мечети прозвучит первый азан, призывая верующих к милости Всевышнего. Юсуп Каимов, Адам Чекуев, Шамиль Апиев. Новости. Акцию «Узнай о своих долгах» провели в столице судебные приставы вместе с молодыми активистами. При помощи программы «Мобильный розыск» любой желающий мог проверить наличие задолженности. Для этого достаточно было поднести телефон с установленным приложением к машине и отсканировать ее номер. В рамках акции около 600 человек смогли проверить наличие долга. Более 3000 автомобилистов получили листовки с подробной информацией о работе специального сервиса. Сегодняшняя акция «Узнай о своих долгах» проводится с целью провести работу с населением для того, чтобы они знали, куда обращаться и есть ли они в базе должников в управлении Федеральной службы судебных приставов Чеченской Республики. Так как многие жители Чеченской Республики не знают о своих долгах и в момент, когда выезжают в хадж на отдых, узнают о том, что им наложен запрет на выезд из Чеченской Республики. На этом все. Спасибо, что были с нами.